Друзья, когда мне предложили прочитать эту лекцию, то сказали, что не нужно рассказывать про принятие ислама и вообще про перипетии этого. Надо рассказать про самого хана Узбека. И тогда я задумался, что мы действительно очень часто, когда говорим о личностях, рассказываем больше о событиях, которые с ними связаны, чем о самой этой личности. Но есть этому объяснение. Когда речь идет о деятелей, допустим, античности или средневековья, европейского или восточного, когда у нас в распоряжении есть довольно много разнообразных материалов, источников, которые рассматривают эту личность с разных сторон, то мы, конечно, можем составить довольно объемную картину того, что это была за личность, даже ее внешний облик себе представить. Но когда речь заходит о средневековье Восточной Европы, о эпохе Золотой Орды, то тут, конечно, у нас таких возможностей, к сожалению, очень мало. Надо отметить, что и тогда, когда мы пишем и читаем о личностях античности или средневековья, то очень часто мы, говоря об этих личностях, мы читаем мысли, например, того же Геродота или Плутарха, которые отнюдь не всегда писали о реальных личностях, а скорее всего писали о своих представлениях об этих самых личностях. Поэтому здесь у нас неизбежно есть большая сложность, когда мы говорим об исторических личностях, то мы должны понимать, что с одной стороны историк вынужден смотреть на прошлое глазами того человека, того историка, который описывал. И с другой стороны, если что-то источники не описали, то мы, в свою очередь, тоже, к сожалению, в этом смысле восполнить это можем с большим трудом. Мы можем догадываться об том, что это был за человек, какая реальная это была личность, но понять его, о чем он думал, чем руководствовался, это скорее как раз работа историка, попытка реконструировать не только события, но и сами различные аспекты этой самой личности. И в этом смысле как раз хан Узбек это как раз очень интересный персонаж для того, чтобы порассуждать. С одной стороны, у нас есть источники, материалы о нем и о его деятельности, а с другой стороны, конечно, их явно недостаточно. Давайте перейдем к предмету нашей лекции и отметим, что Узбек, или как его источники называют, Мухаммад Узбек, а на монетах как Султан Мухаммад Узбек, причем современники говорили, что султан это другое название хана, то есть по-восточному. Но не исключено, что это и часть такого большого имени титула. Интересно, что Мухаммад, он известен в источниках, но не совсем понятно, он получил это имя при рождении, то есть он уже родился и был воспитан как мусульманин, или все-таки это после того, как он уже стал ханом, принял ислам, он это имя себе взял. К сожалению, наука и история на этот вопрос не отвечает. Но, тем не менее, мы знаем, что он был не прямым наследником хана Тахты, а побочным сыном хана Менгу Тимура.
который, конечно, ну, судя по нашим материалам, не был мусульманином, но с другой стороны, его потомки, даже боковые ветви, могли уже принять к этому времени ислам. Но вообще надо подчеркнуть, что отношение к религии в государствах, которые были образованы Чингисханом и его потомкам, были очень сложные. Подчинив себе такую большую территорию, Чингисхан и его наследники совсем не стремились распространить какую-то свою веру. То есть, если арабы после того, как создали огромную империю, завоевали ее, они несли именно свою веру и довольно активно внедряли ее среди покоренных народов, то империя Чингисхана как раз в этом смысле гораздо более светская. То есть сами чингизиды, даже непонятно, были ли они ну, настолько верующими во что-то людьми. Но главное, что они придерживались представления о том, что есть священное небо, которое дарует им власть, благополучие и удачу. Ну а поскольку территория, которую они завоевали, была огромной, народов и племен там было много, и у каждого была своя вера, то и они, очевидно, взяли ну, политическую доктрину о том, что не стоит эту ситуацию менять, и надо заставить их служить ханам, а не руководствоваться при этом какой-то своей религией. Ну и главным идеологическим посылом Чингисхана и его потомков была равноудаленность. То есть они были довольно индифферентны к различным верованиям и считали, что это как раз вот достоинство вновь созданной империи. И в этом смысле завоевание Чингисхана это не было какой-то священной войной, а за веру, а это было именно ну, такая светского характера завоевание территории ради того, чтобы подчинить эти все племена. К этому моменту надо отметить, что в среде тюрко-монгольских племен были довольно разные верования. И если периферия, вот эта степная, там, где она граничила со странами ислама, ислам проникал туда, то в Центральной Азии были довольно распространены такие традиционные верования, которые проникли в степь и в Центральную Азию вообще довольно давно. Это буддизм, несторианство, восточное христианство, очень такое особое восточное христианство, которое сейчас ну, фактически не сохранилось в том виде, в котором она была. Это ну, такая сирийская вера. Некоторые ну, такие небольшие анклавы сейчас сохранились, но фактически это уже очень сильно трансформированная религия. А тогда это несторианство переживало рассвет, и среди племен ну, татаро-монгольских племен, киргизов, например, и найманов, были вполне определенно несториане. Более того, хан киргизов, получив от китайцев титул Ван-хан, ну, вошел в историю, в мировую историю европейскую, поскольку европейцы слышали представление о том, что где-то в глубинах Азии существует христианское государство, что оно набирает силу и должно воевать против мусульман. И поэтому они восприняли монгольские завоевания как движение некого пресвитера Иоанна, ну тут Ван-хан, значит Иоанн, который воюет против мусульман и должно помочь крестоносцам в Святой Земле, которые терпели одно поражение за другим.
И вот как раз действительно они встретились с монгольскими войсками, которые частично были к тому времени нестряны. Во всяком случае, в войсках Хулагу, кроме буддистов, были еще и христиане. Но эта встреча, в общем, ни к чему хорошему не привела, и надо сказать, что никакого союза у крестоносцев Хулагу не получилось. С одной стороны, и сами монголы отнюдь не рассматривали крестоносцев как своих союзников, но и крестоносцы тоже нападали на монголов, и, в общем, союза у них не получилось. И, тем не менее, это вот такой эпизод в сложной борьбе на Ближнем Востоке, где столкнулись христианство, ислам и вот монгольские такие полусветские войска, в которых были и христиане. Что касается, собственно, Улуса Джучи, то здесь в наследство наследникам Джучи достались территории, где давно уже был распространен ислам, например, Волжская Булгария, в Хорезме, частично на Северном Кавказе. А остальная территория была, ну, такая более языческая, такого тюркского язычества, которое сильно трансформировалось под влиянием вот мировых религий и приобрела, ну, какую-то целостность в виде тенгрианства. Ну, не надо путать, язычество никогда не могло соперничать ни с одной мировой религией. И поскольку не имело ни цельной системы верований, ни священной книги, ни выверенной обрядовой практики, ни священнослужителей, которые могли бы служить, вот, собственно говоря, этим тюркским различным богам. Поэтому приход в новой власти, которая боролась за то, чтобы сохранить этот статус-кво, оно было очень на руку, собственно говоря, власти. Ну, прежде всего, вот надо отметить, как раз был спор между различными историками, в частности, о том, ну, исповедовали действительно чингизиды какую-то веру и как это все влияло. Но оказалось, что все-таки прав был в свое время Бартольд, который говорил о том, что правители не занимались религиозными делами, и им достаточно было, что представители разных религий молятся за процветание великого хана. И этим их религиозные представления заканчивались. Понятно, что такая ситуация не могла сохраняться достаточно долго. И интересно, что уже в первой половине XIII века, после того, как были совершены вот эти грандиозные завоевания, и вся Восточная Европа и Центральная Азия была завоевана чингизидами, многие историки пытались найти здесь ну, какую-то пользу для стран ислама. И, например, Джувейни пишет, что несмотря на все разгромы, несмотря на весь этот ужас завоевания, ислам наконец станет мировой религией. И что, возможно, вот эта новообразованная держава, она станет, ну, найдет оправдание в том, что станет землей ислама. Ну, в какой-то степени он оказался провидцем. Действительно, благодаря этим завоеваниям ислам перешагнул вот те рамки, в которых он был, и распространился на огромную территорию. Но для этого должно было пройти довольно много времени, и стоило это огромных усилий. Но тем не менее, некоторые историки, которые не совсем лояльно относились к власти Чингисхана, более того, воевали против них, например, Джурджани, он, тем не менее, передает какой-то слух, который ходил среди образованных людей того времени, о том, что Бату втайне принял ислам, и что вот он помогает
мусульманам. На самом деле, еще раз говорю, конечно, все эти правители были равноудалены от всех религий, и просто они выдавали желаемое за действительное. Сохранилось сообщение Гильома де Рубрука, папского посла к великому хану, когда там встал вопрос о том, что там кто-то мусульманин, кто-то христианин, и это ему, значит, в Ставке один из людей, знающих ситуацию, сказал: ты не обращай на это внимания. Они как были монголами, ну, маалами, он пишет, так и остались. На самом деле религия — это внешнее их прикрытие. Ну, это то, что мы как раз уже говорили. Но ясно, что логика событий все равно вела к тому, что должен был состояться какой-то выбор веры. И первый из ханов, который сделал этот выбор, оказался хан Берке. Ну, надо ответить, что он уже при рождении был рожден от принцессы Хорезмийски, и он уже с детства был мусульманином. И придя к власти, он опирался на те круги, которые, очевидно, это были в первую очередь люди, связанные с мировой торговлей по Великому Шелковому пути, а с другой стороны те, кто хотел себя отделить от единой монгольской империи и создать свое государство. Ясно, что уже во времена Бату сильно тяготились джучиды тем, что приходилось всякий раз при вершении своих политических дел обращаться за поддержкой в Каракарум. И даже после того, как они поставили своего хана Мунке, тем не менее эта ситуация была, ну, довольно двусмысленной. И они хотели, ну, какой-то определенности. Вот рассматривали ислам в качестве возможности как-то отделить себя и идеологически от центральной власти великого хана. После многих лет, когда ислам внедрялся, ханы то были, ну, такими истовыми мусульманами, как Берке. Был даже, ну, в прошлом году мы на одной из лекций говорили, был один из ханов, который вдруг посчитал себя суфием и просто отказался от власти, ушел в религию и просто, ну, отказался вообще от каких-то выполнения ханских, ну, политических, административных функций, и его Курултай вынужден был сместить, потому что, ну, вообще невозможно. То есть говорит, что он обезумел от, значит, веры. Ну, это надо сказать, что о безумстве писали, конечно, не доброжелатели, а так, ну, человек просто сильно уверовал, так что готов был отказаться и от власти. Ну, понятно, что отказ от власти, ну, ведет к политической, а в данном случае вообще к смерти. Но после того, как ханом стал Такта, который сумел выдержать тяжелую борьбу за власть и внутри своего рода, и борясь с Нагаем, который фактически едва ли не стал сам ханом, ну, в силу ряда причин, опять же, мы говорили на одной из лекций в прошлом году, он не мог занять сам ханский престол, поскольку у него был увечье, он был одноглазым, а, ну, по представлениям того времени хан должен быть человеком совершенным, то есть не может быть человек такой возглавлять стол. Поэтому он сажал каких-то своих марионеточных ханов, но это все равно привело к тому, что сделал ставку на Такту, а тот оказался более хитрым, более выдержанным и воспользовался ошибкой, которую совершил Нагай, и сам захватил власть. И тем не менее он в политической практике вел переговоры с Египтом и политически выступал на стороне мусульманских стран, в частности турок Анатолии, мамлюкского Египта.
и монеты чеканил со своей тамгой, но вполне мусульманские монеты. Но при этом он явно предпочтение отдавал исламу, но, очевидно, сам не был все-таки мусульманином. По крайней мере, ничего об этом не говорит. Хотя он чеканит монету со звучным именем Насир-эль-Дина, что для того времени, очевидно, было некой такой политической прокламацией. Дело в том, что Насир-эль-Дин даже не последний багдадский халиф, а один из последних. И тем не менее, почему-то в Золотой Орде именно это имя стало как будто нарицательным для того, чтобы обозначить свою принадлежность к исламу и к возрождению халифата, я бы даже так сказал. Но, тем не менее, что к этому времени, к 10-м годам XIV века, ясно, что были какие-то значительные политические силы, которые обладали не только военным, административным, но и имуществом колоссальным, которое позволяло им претендовать на власть. Но они хотели укрепить свою власть через принадлежность к исламу и поставить полный заслон на пути к возрождению Монгольской империи и подчинению Каракарума. Для этого нужно было принять ислам не просто ханом или его каким-то окружением, а именно как государственный акт.